Здравствуйте, в эфире новости, в студии Луиза Хатуева и коротко о главных событиях к этому часу. Цифровое ТВ теперь доступно и жителям Высокогорья. Включаем. В Ведучи состоялся торжественный запуск телевизионной станции. Защита детей или чрезмерная опека? Конечно, тяжело было очень. Сейчас вот на родной земле дети. Мы очень рады. Жительница Чечни смогла вернуть внуков из немецкого приюта. Новые достижения Грозного. Пас поднятой головой, резкий толчок и делаем все это на скорость. Хоккейная команда из Чечни вернулась с ледового противостояния. Глава Чечни Рамзан Кадыров выбрал себе нового помощника. Им стал 24-летний Филипп Вариченко. На телеканале «Россия-1» завершилось реалити-шоу под названием «Команда Кадырова». Глава Чеченской Республики предоставил возможность всем желающим перспективным кандидатам побороться за престижное место в его команде. Филипп является жителем немецкого Дюссельдорфа и работает менеджером в местной компании. Окончил университет в штате Колорадо в США. По словам Рамзана Кадырова, он сумел подготовить и обосновать программу, которая не просто теоретически, а на практике может стать полезной для экономики Чечни. Однако для работы в команде Кадырова ему придется, очевидно, вернуться в Россию. Вариченко возглавит агентство стратегического развития Чечни. Как мы сели за стол в Биное, тогда сделал свой выбор. Я определил такого человека, который мне кажется, который будет полезен и будет достойно выполнять функции помощника, который нам нужен сегодня. Это такой человек, не в обиду вам, господа, дорогие мои друзья, это Филипп. И, Филипп, я поздравляю тебя. Я думаю, что мы поработаем с тобой, с командой. И я знаю твою историю. Я знаю, что с 9 лет ты сам добивался все. И это дорогого стоит. Я уверен, что ты принесешь больше пользы для республики, для народа, для команды и для государства в целом. Пошли. В период реалити-шоу в эфир вышли 8 выпусков проекта. В финал прошли 12 кандидатов. В ходе проекта участникам предстояло пройти немало испытаний. Рамзан Кадыров не оценивал участников по их формальным данным, но при этом уделял особое внимание творческим способностям. Кроме того, обязательным условием для кандидатов было наличие высшего образования, умение вести переговоры и наличие стратегического мышления. Грозный назван одним из лучших городов страны. Финансовый университет при правительстве России озвучил результаты исследования по определению лучших для жизни городов страны. Чеченская столица заняла 2-е место. Организаторы учитывали состояние благоустройства, качество дорог, медобслуживания, образования, бытовую коррупцию. В Грозный благополучно вернулась семья из Германии, у которой немецкие органы опеки насильно отняли детей. К счастью, бабушка Хава Авторханова вовремя откликнулась на беду и сумела вернуть незаконно отобранных 4 внуков. Как их встретили на родине и об истории семьи расскажет Залина Атаева. В аэропорту Грозного родственники со слезами на глазах встречают женщину, которая совершила настоящий подвиг. Хава Авторханова – одна из немногих, кому удалось вырвать своих внуков из цепких рук органов опеки Германии. Рахим, Рамзан и Адов впервые сегодня вступили на чеченскую землю. Мата же была еще малышкой, когда родители решили покинуть родину. Сегодня она с ужасом вспоминает о событиях последних 1,5 лет. В Европу женщина поехала, как только узнала о пропаже своей дочери Мадины. Но на этом ее беды только начались. А в Европу ее дочь с мужем подались, чтобы решить проблемы со здоровьем. Однако судьба с ними сыграла злую шутку. Молодая женщина пропала, а органы опеки моментально среагировали. Из-за того, что отец болен и находится в больнице, 3 детей определили в детский дом, а маленького Адама отдали в приемную семью.
всех собираться, день суммёта сюда, я хочу как рубу ешью. Сон жизнь на баки тогда и на это. Качора игр, тергаться еще лилер. Я хари суд хларса. Шо суд выиграть няч. Опекунство оформить над бабушкой эльч. Сон идеался алит на это му это чучмел хлу, цайцик сон дюхалвар. Бабушка не знает немецкого языка. Рано отдать детей, дети только знают немецкий. Саншира, ахшира, лагеря, айнасу. 170 евро митцелуш. Вот пенденка, хан тяя езер, хан фрукт ша езер, машин ша езер. 100 евро адвокат варса. 32 евро месячный тикет тарса. Прицом телефон ты делаешь тарса. Сон дышштак бата 22 евро тарх берни сон и дышштак. На этом пути Хава встретила немало добрых людей, которые оказали ей колоссальную поддержку. Среди них и Урулай Арсанукаева, которая тоже прилетела в Грозный. В прошлом году мне просто с Бельгии передали, что в Германии у одной бабушки проблемы с детьми, что детей отобрали в детский дом, Югентамт, как у нас говорят в Германии. И мне пришлось ее найти, я нашла ее, и с этого момента я с ней вместе. Конечно, тяжело было очень за это время, столько проблем было, 2 суда прошли. Первый суд состоялся через 2 месяца, второй суд через 5 месяцев. И в оконцовке вот в декабре взяли опекунство над детьми. И в начале января получили опекунство на руки. Сейчас вот на родной земле дети. Мы очень рады. Единственный нюанс, который омрачает воссоединение детей с семьей – языковой барьер. Ребята говорят только на немецком языке. Пока эту проблему решает Урулай, которая охотно переводит. Ja? Okay. Und Ramzan, und du? Willst du hier bleiben in Tschetschenien, in Grozny? Oder willst du nach Alemburg? Nein? Willst du nicht? Они не хотят туда. Германию не хотят. Они говорят, мы не хотим туда. Сегодня в семье Авторхановых наконец праздник. Сразу видно, что гостей здесь ждали. Счастливые улыбки, детский смех и богато накрытый стол. Дети с интересом пробуют национальные блюда. Здесь, в домашней обстановке, Хава рассказывает своим домочадцам о трудностях, через которые ей пришлось пройти. Сестры признаются, что и не надеялись на такой поворот событий. يلا يخص خدي خصن شوية بيرش ثاني نو شيء عتينا قطر دكتور نو الحمد لله ديل ديكو إذا سعدي خيقدو إذا يعت يخن تو تيجي هدو حاجة موخ تعم تأخيق ما دوي تدام ولا إذا حكروا جو تنخ تريزولتات خيقدو ألم خيطون إذا نو بيرش ثاني حقيق ديل غهية تامو ديريس خويل بيسن ديل تنسون دا ملا تنسون غادي تنسون Но не стоит забывать о тех случаях, когда вернуть детей даже в полноценную семью просто невозможно. Власти в Норвегии и Германии касательно этого вопроса сильно несговорчивы. Счет семей, пострадавших от органов опеки в Европе, идет на десятки. Отсюда следует, что стоило бы внимательно изучать законы других стран. И прежде чем решить переехать, оценить свои силы и возможности на сохранение семьи в европейских условиях. Залина Атаева, Магомед Мударов. Новости. На трассе Грозный-Шато и Тумкали продолжаются строительные работы. Дорога будет не только улучшена, но и расширена. Это обеспечит более комфортный и безопасный проезд автомобилистам. Как ведутся ремонтные работы на одном из участков, расскажет Марха Ахмадова. Асхабижиев уже 2 года работает на экскаваторе. За это время ему приходилось бывать на разных участках трассы Грозный-Шато и Тумкали. Сейчас он занят очисткой магистрали Ярыш-Марды зоны длиной 380 метров. После недавнего открытия моста в районе села Чишки основной фронт работ переместился сюда, на 32-й километр трассы, соединяющий столицу с самым южным райцентром. Похолодание последних дней никак не повлияло на график работы. Поручение главы Чеченской республики, как мы знаем, строится Чеченский горнолыжный курорт, и мы туда должны провести дорогу, чтобы она соответствовала требованиям. Ширина дороги Грозный-Шато и Тумкали должна быть не меньше 12 метров. Чтобы достичь такого результата, приходится прибегать к помощи взрывников. В ход идет селитра.
Больше всего открытия дороги ждут местные жители, которые сейчас добираются до дома в объезд через большие варанды. К середине следующего года планируется завершить все работы и открыть отреставрированную дорогу. Она позволит автомобилистам сэкономить время и нервы и сделает поездки в горы намного комфортными. Марха Ахмадова, Адам Чекуев. Новости. Бесплатное цифровое ТВ дошло и до Высокогорного и Тумкалинского района. В селе Неведучий состоялся торжественный запуск телевизионной станции. Отныне местным жителям будут доступны 10 основных федеральных каналов. Хамзат Аюбов подробнее. Первый радиосигнал на территории Чечни прозвучал еще в 1928 году, но только 20 ноября 1936-го радиостанция была выделена в самостоятельную организационную структуру. Именно тот день считается днем основания РТПЦ Чеченской Республики. И вот сегодня, спустя 80 лет и 3 дня, цифровое телевидение дошло и до последнего района республики. Мы работаем для вас, телезрителей. Очень приятно, что даже пусть небольшое количество ваших телезрителей вас увидят все каналы. В этом году вы увидите уже первых 10 мультиплекс обязательно. 3 радиовещательных и 10 телевизионных каналов федерального и регионального уровня в Тумкалинском районе не предел. Всего через 1,5 года телезрители из горного района получат еще 10, то есть в общей сложности 20 каналов. Известный спутниковый триколор и другие недоступны в связи с тем, что рядом находится основной главный Кавказский хребет, испытывали трудности. Но теперь с вводом данной станции прогресс цивилизации шагает в горы. Высота антенны мачтового сооружения 20 метров, а мощность передатчика 100 ватт. Этого достаточно, чтобы охватить все села Высокогорного района. Но и не только. Телевизионная картинка доберется и до служащих погранзаставы. Вот эта инфраструктура, которую мы сейчас построили, она является тем основным звеном, на которое мы дальше будем мускулы и технологически наращивать. И то есть предоставлять вам как можно больше, полноценнее высококачественных услуг. Вся республика практически почти 100% покрыта телевизионным радиовещанием. Это действительно большое знаменательное событие в жизни не только нашей республики, я думаю, вообще Юга России и всей страны, потому что еще какое-то время назад мы не могли представить себе такое. Разрезанием символической ленты станцию цифрового телевизионного вещания РТС официально ввели в эксплуатацию. Это событие почти совпало не только с 80-летием РТПЦ Чечни, но и Всемирным днем телевидения. Телевизионная станция «Ведучи» стала завершающим объектом строительства сети вещания на территории Чечни. Первая цифровая картинка появилась в самой станции. Включаем. Ура! Спасибо. Мы первым делом постарались, чтобы все-таки телевидение вели там, где горные села, где труднодоступные районы, пусть даже меньше людей. И по всем горным республикам, то есть практически все, кроме Ставропольского края, у нас уже закончили цифру. Чеченская республика очень серьезно развивает систему, так сказать, телевидения цифрового, и покрытие больше, чем в Чеченской республике, нет нигде, 99,4%. И Тумкалинский район, как и вся республика, претерпевает большие перемены. Строящиеся огромные туристические базы в скором времени привлекут гостей из разных регионов. И на рубеже таких позитивных изменений отсутствие цифрового ТВ стало бы слишком заметным минусом. В Чеченской республике мы одни из первых, которые производят модификацию пакета, то есть замещение федерального пакета России на региональную войну. Это только сейчас еще теперь в Волгограде осуществляется и в Самаре вот пока. Мы одни из первых, кто производит замещение. И мы остаемся самые первые, которые подняли региональный мультиплекс на спутник. И Тумкалинский район, хоть и на самой границе, далеко не самый маленький по численности. Здесь проживают свыше 6 тысяч человек. Коренные жители, которые работают в равнинной части республики, возвращаются сюда в основном в зимний период. Но и постоянных жителей здесь тоже немало. Например, в селе Ведучи постоянно проживают 72 семьи, почти в каждом доме есть телевизор. Однако за просмотр каналов до сих пор нужно было платить, потому что вещание спутниковое. Отныне такой проблемы не будет. В большом доме Шамаевых живут 9 человек. Глава семьи рассказывает, чаще всего собираются у телевизора, как и, наверное, все, по вечерам. Смотрят больше новости, чтобы оставаться в курсе мировых событий. Радуются, что теперь за это не придется платить.
Хамзат Аюбов, Асугар Цухаев, Данихов Харов. Новости. В Грозном строятся 2 многоквартирных дома для сотрудников компании «Чечен-Газпром». Жилье получат нуждающиеся работники и ветераны газовой службы. Основная часть работ уже выполнена. Сейчас строительство на завершающем этапе. Когда новые жильцы смогут справить новоселье, расскажет Алхазур Керимов. Еще несколько лет назад здесь был заросший пустырь. За короткие сроки это место изменилось до неузнаваемости. Дома практически готовы к сдаче. Завершаются отделочные работы. Частный дом, авторский надзор, технический надзор, каждый, есть контроль строгий, материалы мало, самые качественные. Строительство квартир для работников акционерного общества «Чечен-Газпром» началось в 2015 году. 2 семиэтажных дома, всего 72 квартиры. На объекте трудится до 100 рабочих, задействована и специальная техника. Контроль производится как авторский надзор и технический надзор. За качеством выполнения работ никаких нареканий пока замечаний нет. Конструктивная часть отвечает всем требованиям. Проект разработан учетом сейсмичности 9 баллов. Изначально тут рельеф был, конечно, неровный, но самое основное тут насыпные грунты, все укатка, самая засыпка, все произведено согласно проекту и всем требованиям строительных норм и правил. Рядом и новый административный корпус компании. Его начали строить на год раньше, в 2014-м. Здание, в котором до сих пор работают сотрудники «Чечен-Газпрома», находится в аварийном состоянии. Есть заключение, в 2013 году проект где-то в 2018 году чекерю, شدهم بلوشنا دیه اگر خلب آخرنا چوه حسم آخرنا عن بلوش إيش بلقل باش دق باب آخرنا تحال بال تعبير رانج إردو ودق باب باش باشنا إيش بلقل باقي تحال ود بيزن باش تعلو كورتيش يال شو المجر ديش هرشيدهم уже давно года сдать-то диешту. Здесь же строится спортзал, столовая и новая мечеть, где одновременно смогут молиться до 100 верующих. Работы практически завершены, остается отделка и благоустройство территории. За 2007-2008 году издательно туда ашта белло. Вой мосуд республика Хазария, вой поч халавал, на это бареш лешму из-за 2 многоквартирных дома с общей площадью около 7,5 тысяч квадратных метров. Здесь же строятся детская и парковочные площадки. Все работы по налаживанию коммуникационных сетей уже завершены. Свои новоселье сотрудники «Чечен-Газпрома» планируют отпраздновать уже с Нового года. Алхазур Керимов, Исхам Кантаев, Зерим Закаев. Новости. В селении Гордали на территории центральной мечети начало работу медресе. Учебное заведение рассчитано на 50 человек. Его назвали в честь жителя села и известного религиозного деятеля 30-х годов прошлого столетия Абдул-Карима Шангиева. Поздравить гордалинцев приехал глава Совета алимов из КФО. Хожа Ахмед Кадыров поблагодарил инициаторов строительства медресе. Богослов отметил значение подобных учебных заведений. Он призвал помнить, как тяжело было получать религиозные знания в прошлом и какой ценой были достигнуты сегодняшние условия и возможности. قرآن حرمة ويدرب حندرش تهن هو نعمة يقيتشوا قرآن غلق شو قال تهن هو باتش عزيتي لنا رمضان حجي حفظه الله تعالى دال عال شويليس حاجات بله الوشخة حلخة وتنج بله الوشخة بله الله وتهن نور دين حج تهن حجري يرقل أرقل تهن هرغلق شيء يرتجح وتدر وتبتش بيركة تسخلش تنعون اللي تسخلش خير داس الإز تنعون اللي تن بيركة يردول ديله تن بلغلوي تهيت تنبوش بول بلغلوي نور دين حجورك خيرك تهنا دين وقتوش دين جاديش دين درجوش دين عيغيل داهيت تنك الحمد لله هي تبيهلوش دال ديكنك دويل.
Хожа Ахмед Кадыров получил почетное право перерезать ленточку и открыть двери медресе. Показав внутренние помещения, высокому гостю рассказали о жизни и деятельности Абдулкарима Шангиева. Он прожил более 100 лет и обучил Корану десятки человек. Гордолинцы отметили, что обучаться духовным знаниям до сих пор приходилось в приспособленных помещениях. Теперь в новом медресе в качестве преподавателей ждут местную молодежь, выпускников Грозненского исламского университета имени Кунта Хаджи Кишиева. وحجرت أول دشتي توش كيوكتي غدينك ناقصل تنشنا مسنا دير ريسكل أقدار الشينا تع ديكبوغ بعن غتي شيء ديكبوغ بشيء بعن حدودي استحوتنا الأولي يزال خيط المسارة يبعن أصدقائن أوليشتك إذا أعمل حاجة ديشتك خلر ديشتك قولش علم تقولش وين بتشال كرتي في إن خلره Чеченская команда «Грозный» стала призером на Всероссийском детском хоккейном турнире «Противостояние». Она вошла в 4 лидеров. Это первая серьезная победа в истории юношеского коллектива на соревнованиях такого уровня. Однако на достигнутом ребята не собираются останавливаться. Поэтому оттачивание мастерства игры в хоккей не прекращается. Очередную тренировку маленьких спортсменов посетил Артур Хункурханов. Маленькая арена, юные спортсмены, но большие амбиции. Самому младшему на Грозненском льду всего-то 5 лет, да и самые старшие еще юноши. Но в хоккее, где, как известно, играют только мужчины, не жалеют никого. Очередной этап подготовки тренеры посвятили отработке бросков с дальней позиции. С поднятой головой. Смотрим, кому отдаем. Плюшка на льду. Пас с поднятой головой, резкий толчок. И делаем все это на скорости. За красную линию выходим, дальше не выходим. 1-0, голову поднимаем, делаем бросок. Всем понятно? Все, встали, шайбы разобрали. Четкость действий и строжайшая дисциплина. На льду без нее никуда. Особенно, когда спортсменам от 5 до 14 лет. На тренировках средней возрастной группы уже давно знают, легко в бою только тогда, когда тяжело в учении. Тренер Джамбулат здесь одновременно и наставник, и судья. Это массовый такой вид спорта, именно командный, я говорю. Поэтому он полезный со всех сторон. То есть мы воспитываем дружбу в детях, мы воспитываем взаимовыручку. То есть не каждый за себя, а именно командный дух воспитываем в этом. А командный дух, когда эти дети вырастут, они в общество попадают, наше взрослое общество, и они будут уже в этом обществе также себя вести, то есть друг за друга. То есть это очень полезно. Главное правило для новичков – прежде чем приступить непосредственно к игре, надо навсегда победить страх передвигаться по льду. Сначала вдоль борта, затем уже самостоятельно, на открытом пространстве. 9-летний Рашид все эти правила уже знает. Уверенно держится на льду и даже фехтует клюшкой. Я начал заниматься хоккеем, потому что этот спорт мне очень сильно нравился. Я спросила родителей, чтобы меня записали, они меня записали. Маленький Рашид не только знает азы хоккея, но и успел уже завоевать свой первый трофей. В составе команды «Грозный» он выступал на Всероссийском детском турнире «Противостояние». Соревнования проходили с 9 по 15 ноября в Сочи. Участвовали 8 юношеских коллективов. Чеченская команда впервые в своей истории заняла 4-е место на таком серьезном турнире. Лучшим игроком победного матча стал Муслим Мударов. Мне очень понравилось. Игроки были достойные. Но мы не расстраиваемся, следующие игры выиграем. С приездом домой ребята не стали терять времени. Сразу же на лед готовятся к еще большим победам. Пока ребята оттачивают свое мастерство с опытным тренером, родители с любопытством наблюдают за маленькими чемпионами. Магомед Шавхалов, отец одного из самых юных игроков, уверен, что хоккей идеально подходит к кавказскому менталитету. Очень сильно меняет характер ребенка, потому что мы 2 года занимаемся, вот 7 исполнилось нашему сейчас, но за эти 2 года ребенок очень сильно поменялся, у него появился характер, он стал самостоятельным. Коньки, верхняя форма, защитное снаряжение и клюшка. Всеми этими хоккейными доспехами ребята обеспечивают сами родители. Но даже и это здесь не считают проблемой. Самый наболевший вопрос – отсутствие своей ледовой арены. Дети занимаются в торгово-развлекательном центре, где площадка составляет всего 1/3 от стандарта. Артур Хункурханов, Марха Ахмадова, Адам Чекуев. Новости. На этом все. Спасибо, что были с нами, и хороших вам новостей.